나도만 이제 아주 지식 회배 한다 아 주문 한번 소리 다나시 사람 균이 신신 난게게 안처럼 보면 수업을야 공감사에 참주셔이 Прежде всего, 한다 я 님은 가지 хочу 시티 소주에 이렇게 제가 정말 вас всех тепло поприветствовать. Я приветствую всех присутствующих на 저지네들이 그거 этих 참배 учениях монахинь, 계산비 монахов, 프루를 учителей, 그거 кемполапонов, 그래도 지만로 а также всех 참배 тех, 소리 кто 되지 слушает эти учения по 샤바디야 야고 интернету. 맞아나 당부 И 샤바 두자시라 맞아고네 예수 마기엄나 야 월이야 되네바 И 두르두르 친제 мы, 그래 야보 용사 말았삼지 도스메 мы 소르시데 с вами, у 엔다나시 нас не было возможности 드라마항에 на 주 протяжении нескольких дней провести сессии 장고야 учения. 주디 데라 두주로 갈아간다 당한지 이제네 И 니만 가지 причина 소주샤 для этого 조마소 прежде всего 그래도 заключается в том, 우리도 что 단도베 я 차가 заболел, 지 я болел 야버지 예 гриппом 야가시 или 소르시 чем-то 가보기 괜찮았어 похожим, и 아이네 поэтому я не был в состоянии 아니 учить. 다 드리네 소지마 소주샤로 도시 И, 나는 가상만 쉬우나 신 다리 и кроме того, 좀 유도지 мне заняло 단도디 много времени, 에 чтобы 소라 도시 составить 차 текст ритуала пяти божеств 팀주로 Тары, 도시 도시비 и это 감사네 также заняло 나나서 много 주메 군주 времени. 주메 지שו디 Я все еще не 저리지 чувствую 주메 себя 지שו디 полностью 무시름디 выздоровевшим. 다리 게르 주고 열어 다 되는 뭐 못휘 있어네 Однако 송수에디 아니 못휘는 마치 하체 я хочу, чтобы 와서 с сегодняшнего дня мы продолжили проводить наши весенние учения Арекшаны. 인주산에 아주 못휘는 마치 하체 딱한다 송수에디 다 마셔 봐도 И 미기도 남다 다 я 마셔 хочу 무리시야 закончить автобиографические стихи Микё Доржи в этом году. 송수에디 교환을 더 시그레 삼도 다다르 지미나 И 야가추스 조드 시작하러 поэтому я решил 아니 продолжить 지슈 весенние 그래 제네 учения после 아니 8 야가추스 апреля, 고바네 и было 고스 지네 создано 샤나 삼체 новое расписание. 이네 И 딩 согласно с этим 가자 расписанием мы 지슈 요르 продолжим 가자 учение до 도르 конца 샤시 апреля, 도르시나 пока не 야가샤디 закончим, 마르 체가도 아질림 с, 제밀리 메리아디 закончим учение 샤샤 по 도스윈 다사 마르 삼체 биографии, духовной биографии Микё Доржи. И, возможно, 그래서 нам 다전에 также нужно 드릴래야 미기도 지기 남달 리제메 나오네 поменять время начала 근데 этих учений, поскольку 리제 сейчас они 자두 받아 리제메 수빈 받아 начинаются в 아니 리제니 6:30. 삽게 봐 디스무도 쉬어도시 6:30 по индийскому 대야 времени. 상계 베드루프 И это кажется 제베레기 немного поздно, но 삽제를 дело в том, 야가지 쉬어 что ужин у всех монахинь в 5:30, и если мы 그렇지 перенесем 그래 эти учения на более раннее время, то у всех не будет достаточно времени для того, чтобы поужинать. 어, Итак, сегодня я хочу рассказать о 26, 27 и 상계 28 베드루 때야 строке 아니 автобиографического 기부 침별 восхваления 비타 «Благие 뜻거스 деяния». 기부 침별 남통염수도 수시야바 디임브레 И если мы 음 взглянем 기부 침별 на структурное 남통염수도 содержание 수시야바들이야 согласно комментарию 삼바 Сангья 디임브레 Палдрупа, 삼바 전주조도 두개주다 то 저와 전주 쓰는 곰주다 у 안에 нас 대다 в 가발로 этом 수시제 숨이요 восхвалении есть 다 три 디나 основных 에 части. Это 전주 숨이요 вступительная 대다 часть, 갈라발로 потом 곰주도 основная часть и 수시요 заключительная. Мы сейчас изучаем 제라 основную 나시 часть, 야와 듄스 쇼하레 и 디야레 다 основная 야와 часть 듄이래 разделяется 나와네 на две. 담보 퍼진 조르다 Введение как, 수시야 введение как пути дармы, 다디 основная часть, как 제베 практиковать 조르다 пути трех 수시야 типов индивидов. Мы изучаем путь 다 퍼진 индивида 조르디나야 다 высших 퍼진 가만히 способностей, 퍼진 시베 봐도 и 가상만의 в 수시야 в этой 다 части 드림도 봐봐
Мы изучаем, как он упражнялся в предписании двух типов бодхичитты. И в этой части у нас семь частей. И среди этих семи мы сейчас изучаем первую, как он упражнялся в 6 парамидах. И среди 6 парамид мы уже с вами изучили парамиду щедрости, дисциплины, терпения и усердия. И сегодня мы рассмотрим практику парамиды сосредоточения. Итак, 26-я строка благих деяний гласит: «Я применял противоядие грубым и тонким обращением, поскольку они не воодушевляли мой ум на практику добродетели. Сосредоточившись непоколебимо на причинах и плодах совершенного просветления, как мог я думать о чем-то другом? И это также я считаю одним из своих благих деяний». В собрании трудов Микки Доржи содержится текст наставления по тренировке в истории освобождения. Я уже говорил об этом во время наших предыдущих сессий учений по, по этой теме. Ведь в этих наставлениях говорится, что необходимо отбросить то, что препятствует развитию бодхичитты. Это обращение, и для того, чтобы достичь этого, следует развивать терпение, а также усердие. И с терпением и усердием затем необходимо приступать к развитию самадхи, дhyаны и великих врат освобождения Будд и Бодхисаттв, пребывая в медитативном сосредоточении на ясности, свободной от мыслей и любых концептуальных построений. Для того, чтобы обрести способность пребывать так, необходимо развивать памятование, осознавание, внимание, которое устраняет любые омрачения. И в результате мы можем обрести это состояние ясности, свободное от мыслительных построений, либо любых концептуальных построений. Это говорит о том, что есть много разных препятствующих факторов, которые препятствуют развитию способности контролировать свое тело и способности контролировать свой ум. И для того, чтобы устранить все эти препятствия, необходимо развивать памятование, а также осознанность. И полагаясь на эти методы, мы также развиваем усердие в практике. И, в общем, это означает то, что нам необходимо прилагать усилия к практике самадхи. В комментарии, разъясняющий смысл благих деяний, Сангья Палдрупа говорится, что во многих странах, включая землю снегов, Тибет, было много людей, которые утверждали, что достигли высокого уровня медитации, и многие люди поэтому их очень почитали и относились к ним как к источникам прибежища. Однако такие утверждения
утверждение, обретение высоких уровней реализации зависит от умиротворения ментальных обращений, таких как жадность, ненависть и прочее. Это тот корень, корень, устраняющий страдания для себя и других. Все страдания, они берут свое начало от омрачений. Если омрачения устранены, тогда устраняется корень страданий. А для того, чтобы устранить омрачение, необходимо достичь состояния медитативного сосредоточения. И способность достичь этих состояний медитативного сосредоточения зависит от практики добродетели, и нам необходимо полагаться на противоядия, которые ведут нас к обретению контроля над умом, что прежде всего обретается с помощью практики пребывания в покое шамадхи. И хотя эти люди не обрели даже низших уровней сосредоточения шамадхи, они утверждали, что они обрели высокий уровень сосредоточения. Я достиг самадхи, уровня самадхи, Будд и великий Бодхисаттв. Я совершенно свободен от любых омрачений, от любых препятствий, которые мешают обретению такого высокого уровня самадхи. Таких людей, утверждающих подобное, было много. И это говорит о том, что было много людей, которые хвастались своим духовным постижением. Однако, когда Микьёдоржи видел людей, которые на самом деле не обрели никакого духовного постижения, утверждали, что они его обрели, то это было очень болезненно. Ему это совершенно не нравилось. И причина, по которой ему это не нравилось, почему это приводило его в такую печаль, необходимо понять, что причина, которая так особенно удручала Микьёдоржи, когда он видел, что люди, не достигшие духовного обретения, утверждали, что обрели его, заключается не в том, что ему не нравились сами люди, что он считал их там какими-то шарлатанами, но проблема в том, что если бы эти люди обрели хотя бы мирской уровень сосредоточения, мирские дхьяны, то тогда сильные омрачения, такие как привязанность, гнев и запутанность, они бы не проявлялись так сильно. Однако люди, эти люди даже не достигли мирские дхьяны, они даже были не способны преодолеть проявленные обращения, и тем не менее они утверждают, что обладают таким же уровнем постижения, такой же степенью медитативного погружения, как великие бодхисаттвы. А это было совершенно невозможным, поскольку если кто-то не может преодолеть проявленные обращения, такой человек будет продолжать накапливать недобродетели, и недобродетель будет все увеличиваться, и будет все расти, и в результате
В результате такого будет очень трудно обрести даже состояние людей и богов в будущей жизни. Без обретения опоры драгоценного человеческого тела будет невозможно обрести медитативное постижение. Почему? Потому что для практики медитации необходима опора. Это либо драгоценное человеческое тело, либо тело Бога. Если нету такой опоры, то очень сложно обрести плод медитативного сосредоточения. Поскольку Микки с ясностью понимал это, его так вот огорчало то, что он видел, сколько он видел, что эти люди не преодолели даже проявленное обращение. Они не обрели даже обычное мирское состояние шаматхи, либо мирское состояние дхьяны. Это самый первый уровень, который очень важен. Для того, чтобы обрести такое постижение, необходимо устранить все препятствующие факторы, препятствующие силы. И необходимо также собрать все необходимые причины и обстоятельства для того, чтобы этот плод был обречен. А если мы спросим, в чем заключаются эти препятствующие факторы, то это означает не стремиться к обретению мирских удовольствий, не потакать мирским заботам, не привязываться к 8 мирским дармам. И это означает также оставить любые мысли жадности, ненависти, привязанности. И нам необходимо отречься от них, как от яда. И к этому нужно прилагать усилия, трудиться очень тяжело для того, чтобы этот плод был обретен. И Микки считал, считал, что когда возникают любые препятствия, необходимо верным образом прилагать противоядие, и лишь применение противоядия должным образом может устранить любые препятствия для медитативного сосредоточения, такого как отвлечение на медитативные тупость состояния медитации, либо возбужденное состояние медитации. И это то, что препятствует обретению даже самого первого уровня медитативного сосредоточения. А что питает это возбуждение и тупость состояния медитации? Это как раз и есть привязанность к мирским заботам. И это ментальное блуждание. Поэтому Микки как я уже объяснял, водрузил плотину на пути возникновения мысли о 8 мирских заботах. И он также прилагал много усилий для того, чтобы никогда не отвлекаться от намерения Махаяны, а также активности Махаяны. И Микки никогда не поступал в силу гордыни, либо пытаясь как-то выделиться, считая, что я Кармапа. Напротив, он всегда вел себя очень скромно. Он всегда пытался проводить свое время с людьми, умы которых были умиротворены. И он никогда не относился к другим с пренебрежением. И он никогда не притворялся. Многие люди притворяются, когда они в окружении других. Но это было совершенно не свойственно Микки. Кроме того,
Он всегда поддерживал памятование и внимательность. И он всегда осознавал, что он делал. Всегда все его действия были охвачены состоянием памятования и осознанности. И поэтому, когда он делал что-либо, то это всегда было действие добродетели. Это никогда не было чем-то, о чем он позже мог сожалеть. Почему? Потому что все, что он делал осознанно. И все его действия всегда были охвачены состоянием памятования добродетели. И, и то, как он учил, всегда было украшено отречение от самсары, и он всегда восславлял качество трех драгоценностей. И что бы он ни делал, он всегда прилагал максимальные усилия для того, чтобы привести других на путь освобождения. И это отражалось в тех наставлениях, которые он давал, а также он учил этому на своем собственном примере. И это все свидетельствует о том, что у него было очень сильное бодхичитта, любящая доброта и сострадание, поскольку сила, с которой он мог учить, это все свидетельствует о силе бодхичитты. И воспоминания о встрече с ними свидетельствует о том, что встреча с ним всегда приводила к зарождению радости, энтузиазму по отношению к Дharме. И, также никогда существа в его присутствии не испытывали омраченных состояний. Это свидетельствует о том, что сам Микидоржа был свободен от омраченных состояний, и в силу его благословения люди в его присутствии также имели такие переживания, что все их омраченные мысли прекращаются, а их стремление, энтузиазм к практике дармы возрастает, так же, как и вера и преданность. И это происходило естественным образом. И, также, сколько бы времени существа не проводили вместе с Кармапой, этого никогда не было достаточно. Всегда оставалось чувство, что я хочу увидеться с ним снова. Именно поэтому существа всегда с великой радостью шли навстречу с Микки Доржи. Это было очень радостное время для них. И когда они уходили от него, то они отмечали, что время прошло слишком быстро. Я даже не заметил, как прошло время. И они сразу же начинали надеяться на следующую встречу с ним. У Микки Доржи была еще одна черта. Как говорится в учениях Махаяны, что объектом сосредоточения в Махаяне является именно бодхичитта, а не что иное. Поэтому, когда существа встречались с Микки Доржи, они чувствовали, что он никогда не отвлекается от бодхичитты. Он всегда присутствует в бодхичитте, но он никогда не отвлекается от нее. И говорится, что когда мы обретаем постижение дьяны, это
это сопровождается обретением особых способностей, таких как ясновидение и прочее. Согласно воспоминанию о Микидорже, Микидорже никогда не проявлял таких особых качеств. Он не хотел отличаться от других. Он был очень скромным. И, а, но это не означает, что у него не было других особых качеств, таких как разные а, качества ясновидения. Однако он никогда не проявлял этих качеств для того, чтобы впечатлить других. И главное, что, на- что он демонстрировал, это силу бодхичитты. Он никогда не поступал каким-то отличным образом. И поэтому он выглядел как обычный человек, например, никогда не летал по небу, не спускался под землю и прочее. Он даже никогда не притворялся, не упоминал о том, что у него были такие какие-то особые силы, способности. И многие люди приходили к Микьо Дорже со всего Тибета, и большинство из них приходило с целью получения учения Дharмы. И когда они встречались с ним, то они просили учения о запредельной мудрости Прагняпарамите, также Тантраяне, Махамудре и другим категориям учений. И, но, несмотря на то, о чем его просили, он обычно даровал сущностные наставления для начинающих о том, как войти в дхьяну. И он разъяснял великие сутры и тантры в соответствии со своим опытом и переживанием. И поэтому некоторые люди, у кого было недостаточно заслуги, утверждали, никто даже не знает, как учить медитации Махамудры. И это то, что нужно тем, кто стремится к обретению дхьяны. И причина в том, что он сам никогда не обрел такой реализации и не имеет определенности во взгляде, поскольку у него нет такого опыта и переживаний. Среди его учеников также нет великих мастеров медитации, кто может раскалывать камни, проходить сквозь скалы и так далее. И в ответ на это Сангья Балдруб отвечает, что то, что вы говорите, верно. В отличие от других учителей наших дней, Микидор же никогда не утверждал, что я достиг высокой степени постижения, я обрел великое постижение Махамудры и так далее. И поскольку он никогда не заявлял об этом, другие критикуют его. И они говорят, что и поэтому те, кто просили, те, кто просит его учить Махамудре, Микидор же не учит Махамудре, не учит Махамудре. И почему? Потому что он сам не имеет такого постижения. И почему Микидор же не познал Махамудре? Потому что у него не было учителя, который бы рассеял его сомнения по поводу воззрения. Это то, о чем мы говорили, что говорили другие
То есть, вкратце, его критиковали за то, что он никогда не изучал воззрение Махамудри, не практиковал его и не обрел в нем постижение. Именно поэтому он никогда не учит Махамудри, поскольку тот, кто обрел такое постижение, может даровать очень непосредственные наставления согласно своему опыту. Но поскольку у Микидарши нету такого постижения, он не может с ясностью учить Махамудри. И поскольку он не учит этому, очень немногие из его учеников обретают какие-то особые способности, такие как проходить сквозь скалы, парить в небе и так далее. Это то, что говорят другие. Однако и однако причины, которые однако эта критика лишь свидетельствует о недостатке заслуги и обращенности, говорит Сангья Падру. И на самом деле Микки-доржи никогда не заявлял о своих постижениях. Он никогда не вел себя подобно тому, как вели себя другие учителя. И поэтому он не хотел, чтобы другие относились к нему с какими-то ожиданиями по поводу своих каких-то высоких устремлений достичь какие-то высокие состояния и особые способности, которые сочетаются с практикой Махамудры. То есть другие ожидали от него, что он будет учить их в соответствии с тем, чего они хотят. Если кто-то просил его о Махамудре, то они ожидали, что Микки-доржи будет давать наставления по Махамудре. Однако, если Микки-доржи не учил Махамудре, то это говорит о том, что такие существа, они не имели необходимой способности для получения таких учений. Конечно, можно назвать нищего царем, однако даже если назвать нищего царем, никто не поверит в том, что это царь. Именно так же нет необходимости даровать учение тем, кто не способен их постичь. И если у существ достаточно заслуги и способности постичь Махамудру, Микки-доржи не учил их Махамудре. Почему? Потому что даже если бы он и учил их тому, чему они хотели, они бы не смогли обрести плода Махамудры. Они не завершили всю необходимую подготовку для этого. Поэтому учить их Махамудре было бы слишком рано. Слишком рано означает абсолютно бессмысленно. Как говорит сам Сангья Палдру, я не могу ничего утверждать по поводу реализации Микки-доржи, поскольку я не могу об этом судить. У меня нет опыта обретения гьяны, поэтому как я могу судить о том, обрел ли такое постижение Микки-доржи. И в том, что касается внешних проявлений, то тогда наблюдаются особые способности, такие как чудеса и ясновидение.
Однако я никогда не видел никаких знаков, чтобы у Микидоржи были какие-то магические силы и, и ясновидение. Однако у меня есть непоколебимая уверенность в том, что те, кто стремится к освобождению и всеведению, он, то есть Микидоржи, знает, как учить методы дьяны и мудрости. И, и это потому, что медитативное сосредоточение Махаяны и мудрость а, направлено на том, что следует очистить ради собственного блага и блага всех существ. И Микидоржи осуществлял практики стадий пути, и он всегда пытался учить в соответствии со стадиями пути. И, и все, что он делал, это все было направлено на то, чтобы привести существ к просветлению. И Микидоржи был очень искусен в этих методах. Именно поэтому он всегда учил в соответствии со способностями существ. И именно поэтому то, чему учил, было полезным. Итак, после этого все, что касается 26 пути, и что касается следующей парамиты мудрости, она уже была изложена в контексте учений об абсолютной бодхичитте. Поэтому в этом контексте эти учения снова не повторяются. И таким образом мы переходим к следующей части, которая называется «Как он упражнялся в очищении своего естества». Это стих 27. Ай, 27 строфа гласит: «Покуда вы держитесь за свой необузданный ум, вы не сможете усмирить умы существ, которые на вас полагаются. Чтобы взрастить накопление и очистить своих учеников, я посвятил себя сути собрания накоплений и очищению своего ума, и это также я считаю одним из своих благих деяний». И если мы взглянем на наставление по практике истории освобождения, не говорится, что практика дьяны, которая ведет нас по пути к великому просветлению, и это постижение медитативного сосредоточения зависит от распознания своих собственных недостатков, а также недостатков других. Прежде всего нам следует распознать недостатки как недостатки. И после такого распознавания и признания нам необходимо устранить их. Именно к этому следует прилагать усилия. И именно поэтому нам следует исследовать качество учителя. Обладает ли учитель способностью защитить нас и быть нашим прибежищем, и приносить благо другим? И это то, что нам следует искать в других. То, что касается себя, нам необходимо искать свои недостатки
и видите недостатки, которые ведут к неспособности приносить благо другим существам, и каких качеств нам не хватает, или какие качества поэтому нам следует развить. Это главное, на что нам необходимо направлять внимание. И для того, чтобы развивать собственные качества, когда мы видим качества других, нам необходимо сорадоваться этому. И когда мы видим любые проявления недобродетели в своем естестве, необходимо прилагать усилия для того, чтобы очищать эти недобродетели. И, как я уже объяснял ранее, просто обладать, просто обрести негативное сосредоточение недостаточно. Необходимо со всей ясностью понимать, что может привести нас к совершенному просветлению, что может взрастить наши качества и что может помочь нам зародить качества, которых у нас нет. И именно к этому необходимо прилагать как можно больше усилий для того, чтобы эти качества возросли. И тогда плоды этого смогут проявиться прямо в этой жизни. И к этому следует стремиться на уровне намерения, а также на уровне действия. И когда некоторые из этих качеств проявляются, нет необходимости зарождать в себе гордыню. Почему? Потому что гордыня, она похожа на великого мару удовлетворенности тем, что мы имеем. Если мы надменны, то мы довольствуемся тем, что мы уже достигли, и не стремимся к обретению новых, других качеств. Именно поэтому необходимо беспрестанно исследовать недостатки в своем естестве и оценивать качества, которые мы уже обрели. Это очень важно. Что об этой строке говорит Сангья Палдруб в своем комментарии о смысле благих деяний? В этом комментарии говорится: наши дни все, кто утверждает, что несравненны в своей службе трем драгоценным, или в своем стремлении принести счастье и защиту существам, а также приведению их к добродетели. Они не способны распознать свои собственные недостатки. Они не способны распознать свою недобродетель. И однако для того, чтобы учить других добродетели, необходимо прежде всего распознать, что такое недобродетель. Поэтому если такие существа учат других 10 добродетелей, учат их способы накопления добродетели, заслуги, однако сами не распознают того, что является обратным, противоположным добродетелю. Они не способны учить других эффективно. И вся их активность, она лишь на вербальном уровне. Они делают заявление об этом, однако на практике их активность не ведет к созреванию существ. Другие зарождают неверию и почитают их. Однако это не ведет их к освобождению, поскольку такие учителя ведут их по пути недобродетели.
И они, и причина этого как раз в том, что они сами не способны распознать, что такое недобродетели. Поскольку они не могут отличить недобродетели от добродетели, как они могут учить тому, что добродетельно других? И те, кто зарождает в ней веру, они ведут по пути недобродетели. И в отличие от таких учителей, Микедор же видел со всей ясностью, видел, понимал, что невозможно привести к очищению ума других, умов других, если учитель сам не очистил свой собственный ум. Только когда учитель смог очистить свой ум, лишь тогда его учения могут быть теми, кто ведет к очищению ума других. Учитель с неочищенным умом, с умом, который не является умиротворенным, то чему они учат, может казаться полезным и благоприятным, однако на самом деле это не является практика добродетели. И это не ведет не только к абсолютному счастью, но также и к относительному счастью. И это похоже на то, как больных проказы учат делать практику Гаруды. Это лишь способ потратить силы впустую. Это то, что говорит Санкья Палдру. И это говорит о том, что необходимо сначала устранить причины любой болезни, омрачения в своем естестве, и это является самое главным. И я думаю, что на этом нам следует остановиться сегодня, и мы продолжим завтра. Давайте посвятим заслугу